Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок математики, и с вами я, Сабирова Гульнара Геннадьевна. Тема урока – элементы комбинаторики. Давайте приготовим все необходимое к уроку – тетради и ручки. Сегодня на уроке мы с вами научимся решать задачи с элементами комбинаторики. Продолжим развивать кругозор. Познакомимся с элементами истории комбинаторики. Продолжим развивать свою речь, память, внимание. Воспитаем в себе усидчивость и самостоятельность. Чтобы научиться быстро бегать, нужно много бегать. Чтобы научиться хорошо решать сложные задачи, нужно решать много простых задач. И то, и другое надо делать с умом. Последовательно тренировать определенные группы мышц и постепенно вникать в смысл математических выражений. Комбинаторика, ребята, это вид математики, изучающий комбинации и перестановки предметов. Возникла в 17 веке. Долгое время комбинаторика лежала вне основного русла развития математики. Положение дел резко изменилось после появления быстродействующих вычислительных машин и связанных с этим расцветом конечной математики. В настоящее время комбинаторные методы применяются в теории случайных процессов, статистике, математическом программировании, вычислительной математике. Задачами, в которых приходилось выбирать те или иные предметы, располагать их в определенном порядке и отыскивать среди разных положений наилучшие, люди столкнулись еще в доисторическую эпоху, когда выбирали лучшее положение охотника во время охоты, воины во время битвы, инструмента во время работы. По мере усложнения производственных и общественных отношений все шире приходилось пользоваться общими понятиями порядки, иерархии и группировании. Раздел математики, в котором изучаются комбинаторные задачи, называется комбинаторикой, а задачи, в которых осуществляется полный перебор всех вариантов или всевозможных комбинаций, называются комбинаторными задачами. Давайте мы с вами тоже попробуем решить одну из таких задач. На завтрак Марат может выбрать плюшку, бутерброд, пряник и запить их чаем или кофе. Из скольких вариантов завтрака Марат может себе выбрать? Давайте сначала составим все завтраки с кофе. Это кофе и плюшка, кофе и бутерброд, кофе и пряник. Всего их будет 3. Завтрак с чаем тоже давайте посчитаем. Чай с плюшкой, чай и бутерброд, чай и пряник. Их тоже 3. Получается, с чаем их тоже 3. С чаем 3, с кофем 3. 3 плюс 3 будет 6. Значит, Марат может выбрать завтрак из 6 вариантов. Следующая задача. Пусть существует 3 кандидата на место командира корабля и 2 кандидата на место борт-инженера. Сколькими способами можно сформировать экипаж корабля, состоящий из командира и борт-инженера? Командира корабля можно выбрать 3 способами. После того, как мы выберем командира, еще 2 способами можно выбрать борт-инженера. Поэтому общее число способов, которыми можно составить экипаж, находится произведением 3 умножим на 2. Получится 6. Ответ 6 вариантов, 6 способов. Следующая задача. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 3, 5, 7, используя в записи числа каждую из них не более 1 раза? При решении вот таких задач можно использовать способ рассуждения,
который называется перебором всевозможных вариантов. И выписать всевозможные комбинации чисел можно данный перебор вариантов проиллюстрировать на схеме, которую мы называем деревом вариантов. А как решить такую задачу устно, не выписывая числа, не изображая дерево вариантов? Давайте будем рассуждать. Так как первую цифру можно выбрать 4 способами, да, можно первую цифру 1 написать, можно 3, можно 5, можно 7, то после того, как мы одну цифру заберем, у нас останется 3. Значит, вторую цифру мы можно выбрать только 3 способами. Потом еще одну цифру уберем. Останутся 2 цифры. Тогда можно будет выбрать из 2 вариантов. Следовательно, число искомых трехзначных чисел равно произведению 4 умножить на 3, умножить на 2, и получится 24. Значит, можно составить 24 разных варианта. Решим следующую задачу. В столовой нам предлагают 2 различных первых блюда, 3 различных вторых блюда и 2 десерта. Вот сколько различных обедов из 3 блюд может предложить столовая? Мы можем, например, первое блюдо одно выбрать, второе блюдо одно и третье. Вот сколько таких вариантов. Пусть А – это будет множество первых блюд, Б – множество вторых блюд, а С – это множество третьих блюд. Тогда давайте запишем в виде такой формулы. N от А – это 2 блюда, N от Б у нас 3 блюда, N от С у нас тоже 2 блюда. Каждый обед определяется набором из 3 блюд. Мы можем выбрать первое блюдо, второе и третье, А, Б и С. Тогда N общее N от А нужно умножить на N от Б и умножить на N от С. То есть 2 умножим на 3, умножим на 2, получится 12. Значит, столовая может предложить нам 12 различных обедов. Ребята, сегодня на уроке мы с вами узнали, что такое комбинаторика, какие задачи называются комбинаторными. Научились решать некоторые задачи на комбинаторику. Запишите домашнее задание. Если на одной полке книжного шкафа стоит 30 различных книг, а на другой 40 различных книг, и при этом нет таких книг, как на первой полке, то сколькими способами можно выбрать одну книгу из стоящих на этих полках? Ребята, задачи на комбинаторику часто встречаются на олимпиадах, на школьных олимпиадах, в 6 классах на АКМО, встречаются на ОРТ. Поэтому на следующих уроках мы с вами разберем еще несколько вариантов решения задач на комбинаторику. А сегодня урок закончен. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.